Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Щитовидная железа – это одна из важнейших эндокринных желез организма, расположенная в передней части шеи. Ее основная роль заключается в производстве и выделении гормонов тироксина Т4 и трииодтиронина Т3, которые регулируют обмен веществ, энергетический обмен, работу сердечно-сосудистой системы и теплообмен. Эти гормоны обеспечивают нормальное развитие и функционирование всех органов и тканей. Особенно важны для детей в период роста их развития. Почему важно следить за состоянием щитовидной железы, а также как понять, что с организмом что-то не так, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, заведующей региональным эндокринологическим центром Якутской республиканской клинической больницы Софьей Иннокентьевной Семеновой. Добрый вечер, Софья Иннокентьевна. Добрый вечер, Иван Петрович. 25 мая отмечался Всемирный день щитовидной железы. Вот давайте расскажем нашим телезрителям о том, что же представляет собой щитовидная железа как орган, какой ее основной функционал и как понять, что она сбоит. Ну, вообще щитовидная железа, практически вот в начале программы вы так кратко, емко уже объяснили нашим зрителям, да, но если коснуться более детально, вообще щитовидная железа, почему она названа щитовидной железой, она находится в области щитовидного хряща, это на передней поверхности шеи. Это непарный орган, она состоит из двух долей. К слову сказать, что это очень маленький орган. Объем нормальный у женщины это где-то в среднем до 18 кубических сантиметров, то есть это вообще, ну, да, где-то вот, да, фаланга пальца, да. У мужчин до 25 кубических сантиметров. И тем не менее, эта щитовидная железа, она является очень важным эндокринным органом. Она управляет практически всей жизнедеятельностью человеческого организма, поскольку вырабатывает очень важные гормоны, которые, вот, как вы сказали, задействуют все наши органы и системы. В первую очередь это сердечно-сосудистая, это обмен веществ, это нормальное созревание нервной системы, да, и костной ткани в том числе. А вот если взять ее функции, вот, которые вы расписали, вот сердечно-сосудистая система, там, органы, а каким образом она именно на них действует? Посредством гормонов. Да, вот я просто прекрасно помню свой курс обучения в медицинском институте. У нас была пропедевтика внутренних болезней, и я писал там реферат как раз по теме щитовидной железы. Благо защитил его на отлично, и как раз вот эта тема была моя одна из самых любимых. Прям как влияет на частоту сердечного. Но судьба завела офтальмологию. Вот если копнуть все-таки глубже, вот каким образом она влияет вот посредством гормонов? Ускоряет, допустим, частоту сердечно-сосудистых сокращений и так далее. Вот в этом, если можно, раскрыть поподробнее. Ну, вообще, если коснуться, вот, скажем так, более глубже, да, вот эти гормоны, они действуют каким образом? То есть есть понятие эутиреоз, то есть это, ну, скажем так, равноценное, равновесное содержание гормонов щитовидной железы в человеческом организме. Есть понятие гипер и гипо, то есть когда слишком много гормонов или слишком мало. И вот эти вот, скажем так, либо избыток, либо недостаток, они могут влиять именно на частоту сердечных сокращений, на общее состояние организма. Ну, чуть дальше я более подробно расскажу. А именно сами гормоны щитовидной железы, они являются, скажем так, проводниками кислорода к сердечной мышце. И за счет этого, ну, скажем, обусловливает их влияние на сердечную, допустим, мышцу. Ну вот я почему и начал задавать вот эти вопросы, потому что следующий мой вопрос как раз связан с какими симптомами связано нарушение работы щитовидной железы. Что это может быть? Усталость, да, потливость, вот один из таких ярко выраженных, раздражительность. Да, все вышеперечисленные вами симптомы, они характерны для того или иного нарушения со стороны функции щитовидной железы. Если коснуться вообще, я как уже говорила, вырабатывается в щитовидной железе два йод-содержащих гормона. Это свободный тироксин Т4 и свободный Т3 трииодтиронин. Но еще в щитовидной железе есть небольшое количество С-клеток, которые вырабатывают гормон не йод-содержащий. Это гормон кальцитонин. Он регулирует обмен кальция в нашем организме.
Так вот, если коснуться свободного тироксина и триодтиронина, вообще щитовидная железа, ее работа управляется нашим гипофизом. Гипофиз — это особая эндокринная железа, это, скажем так, царь нашей эндокринной железы. Она располагается, гипофиз располагается у нас в центральной нервной системе, в головном мозге. И вот в гипофизе вырабатывается тиреотропный гормон. Здесь работает механизм отрицательной обратной связи. То есть тиреотропный гормон, чем его больше вырабатывается, щитовидная железа получает команду не работать. То есть чем выше ТТГ, тем ниже на периферии уровень свободного Т3, свободного Т4. И наоборот, другая ситуация, когда гормонов слишком много в организме, да, то есть и Т3, и Т4, то гипофиз получает команду не вырабатывать тиреотропный гормон, и он подавляется. То есть его, либо уровень совсем низкий, либо его совсем мало. Так вот, от уровня ТТГ и от уровня свободного Т3 и Т4 мы диагностируем такое состояние, которое называется гипотиреоз, то есть когда дефицит гормонов щитовидной железы, либо гипертиреоз, когда этих гормонов слишком много. Это абсолютно два разных, скажем так, противоположных состояния. Вот при гипотиреозе, да, человек что может ощущать? Упадок сил, замедление обмена веществ. Соответственно, человек вроде бы ест мало, но он набирает вес. Или, допустим, не может похудеть. С этим может быть связано, с дефицитом гормонов щитовидной железы. Апатия, ничего не хочется делать, сонливость, да? Сухая кожа становится, выпадение волос. У женщин могут быть нарушения менструального цикла. И у мужчин, у женщин может быть снижение полового влечения, либидо. Да? Проблемы с оплодотворением тоже могут быть причиной. Недостаток гормонов щитовидной железы. Со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с гипотиреозом отмечается брадикардия, то есть медленный пульс. Если же коснуться гипертиреоза, то есть избытка гормонов щитовидной железы, здесь, наоборот, обратная ситуация. У него появляется куча энергии. Казалось бы, это хорошо, но здесь такая появляется суетливость. Люди начинают хвататься за много дел сразу, ничего не успевают. Они худеют при вроде бы сохранном, хорошем, даже повышенном аппетите, они теряют вес. У них появляется тахикардия, то есть учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях могут быть даже нарушения ритма сердца по типу фибрилляции предсердий. Да? И гневливость, раздражительность, плаксивость, такая эмоциональная лобильность появляется. Вот это все симптомы тиреотоксикоза или гипертиреоза, то есть избытка гормонов щитовидной железы. А вот если говорить о самых распространенных заболеваниях, которые есть в щитовидной железе, еще со школы у тебя зоб, да? Но понятно, что зобом все не ограничивается, гораздо общее количество их больше. Вот если по распространенности, кто первое место и так далее? Вообще, к слову сказать, что зоб — это вообще понятие такое общее, собирательное. Да? Есть понятие эндемический зоб, то есть зоб, который увеличение щитовидной железы, зоб называется, да? Эндемическим называется зоб, который диагностируется или регистрируется у жителей, проживающих в йод-дефицитных регионах, то есть эндемические районы. Да? Наша Российская Федерация практически вся полностью является эндемичной зоной. Наша республика в том числе. У нас во многих районах есть йодный дефицит средней и такой выраженной степени тяжести. В советские годы были исследования, которые это подтвердили. Да? И хочу сказать, что, конечно, советская медицина, советская профилактика, конечно, это было огромное добро. В школах, помните, наверное, давали антиструмин, повсеместно йодировали соль, да, то есть это была массовая профилактика. Сладенький был. Да, йод дефицитных заболеваний. Сейчас, к сожалению, мы перешли только к групповой или индивидуальной профилактике. И все-таки среди заболеваний щитовидной железы эндемический зоб — это все-таки более распространенная патология. Также к эндемическому зобу относятся узловые формы зоба, нетоксического. Да? Есть отдельная группа заболеваний, которые называются аутоиммунные заболевания щитовидной железы.
Здесь достаточно большую прослойку составляет аутоиммунный тиреоидит или зоб Хашимота, по-другому его называют. Да? И также к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы относится диффузный токсический зоб, то есть, который протекает с тиреотоксикозом. И отдельная группа — это образование щитовидной железы, то есть это доброкачественное или злокачественное образование щитовидной железы. Рак щитовидной железы, к сожалению, имеет распространение, но небольшое. Где-то в среднем это 5-7% от всех заболеваний щитовидной железы. А вот если взять факторы, которые способствуют, да, развитию заболеваний щитовидной железы, что можно к ним отнести? Самый основной фактор — это, конечно же, йодный дефицит. Это проживание в регионе, в эндемичном регионе, то есть где есть дефицит йода, то есть практически у нас, допустим, в республике достаточно большое количество заболеваний щитовидной железы регистрируется. Имеет значение генетическая предрасположенность, то есть есть определенные группы генов, которые могут спровоцировать при, скажем так, определенных обстоятельствах развитие патологии какой-то щитовидной железы. Это проживание в радиационно загрязненных территориях, либо ликвидаторы, Чернобыльской, допустим, аварии. Да? Далее, немаловажную роль играет здесь вредные привычки, то есть курение, оно тоже может способствовать, провоцировать появление заболевания щитовидной железы. Избыточный вес также имеет, скажем так, более частое выявление, то есть способствование выявлению. А вот для того, чтобы определить, какое заболевание, какую диагностику проводят, какие анализы необходимы, какие инструментальные методы исследуют? В первую очередь, конечно, самый доступный метод диагностики — это пальпация. То есть врач, эндокринолог, врач общей практики, врач-терапевт должен обладать этой техникой. По идее, любой врач, конечно, любой специальности, да. Если более детально коснуться, это врач-эндокринолог. Самый доступный и самый такой простой метод — это пальпация щитовидной железы. Этому нас учат еще в медицинском институте на 4-м курсе, как раз где пропедевтику мы изучаем. Да? Далее, при пальпации что мы можем оценить? Мы можем оценить степень увеличения щитовидной железы, увеличена она или нет, и наличие каких-то пальпируемых узловых образований. Далее, следующим методом диагностики является проведение ультразвукового исследования щитовидной железы. Как правило, этот метод не является, скажем так, рутинным, то есть назначается только после осмотра врача-эндокринолога. На самом деле доступность сейчас ультразвуковых исследований очень большая, высокая, и поэтому любой человек совершенно может либо в платной клинике, либо в поликлинике может пройти это исследование до еще приема врача-эндокринолога. Следующий метод — это, конечно же, гормональные исследования. Это мы исследуем анализы на гормоны щитовидной железы. Как я уже говорила, это основной гормон, 3 основных гормона. Это тиреотропный гормон, уровень свободного Т3 и свободного Т4. И также иногда мы исследуем уровень антител для того, чтобы, допустим, подтвердить или исключить наличие процесса аутоиммунного в щитовидной железе. А по поводу пункции, в каких случаях она тогда проводится? Пункцию мы назначаем тем пациентам, у которых есть пальпируемое узловое образование. Как правило, это образование больше 10 мм в диаметре. То есть оно должно пальпироваться, потому что технически непальпируемое узловое образование провести пункцию практически невозможно будет. Хотя даже она проводится под контролем УЗИ, но тем не менее это так. Узел должен пальпироваться, то есть это должно быть образованием больше 1 сантиметра. Далее есть определенные показания для биопсии. Основное — это при проведении ультразвукового исследования сейчас уже есть стандарт по классификации этих узловых образований по Евротирец. Это классификация ультразвуковых признаков. Здесь, 5 степеней выделяют. Да?
С 1 по 3, то есть Евротирец 1, 2, 3, это обычные коллоидные узлы, которые не вызывают никаких подозрений при проведении ультразвукового исследования. Евротирец 4, то есть здесь уже узел подозрительный в отношении именно злокачественного образования щитовидной железы. И Тирец 5 — это уже есть ультразвуковые признаки злокачественного узла, которые нужно подтвердить при гистологическом исследовании, то есть при проведении биопсии. Далее, какое еще показание существует? Это быстрорастущий узел, то есть за год наблюдения, если узел увеличился в 2 и более раза, это является показанием для проведения биопсии также. Ну и если биопсия проводилась прежде, ну, допустим, 2 или 3 года назад, да, если результат был, во-первых, неинформативный, тогда необходимо через год, 2, 3 повторить опять биопсию, либо если там было заключение, что есть какие-то клетки, допустим, фолликулярные, тогда в динамике необходимо, конечно, опять же проводить биопсию. Еще есть исследование, которое называется тиреосцинтиграфия. Здесь тоже есть определенные показания, то есть всем подряд эта сцинтиграфия не проводится. В основном мы проводим ее тем пациентам, у которых мы подозреваем токсическую аденому или токсический узловой зоб, для того, чтобы посмотреть, нет ли там горячего узла. А так рутинно тоже всем пациентам мы не проводим. А вот методы лечения заболеваний щитовидной железы, они какие? Подразделяются? Все зависит от гормональной функции. Да? Значит, если возьмем гипотиреоз, то есть когда гормональная функция снижена, есть дефицит гормонов, здесь только заместительная гормональная терапия препаратами левотироксина. Это синтетический гормон щитовидной железы. И практически эта терапия в основном пожизненная. Есть такие гипотиреозы, которые называются субклинические. Это отдельная форма, ну, скажем так, это легкой степени гипотиреоз, когда уровень ТТГ повышен, при этом свободный Т3, Т4 в пределах нормальных значений. И в этом случае терапия занимает относительно непродолжительное время, в отличие от гипотиреоза, который был вызван, допустим, либо операцией, либо проведением радиотерапии, либо аутоиммунным процессом в щитовидной железе. Тогда эта терапия пожизненная. В случае субклинического гипотиреоза терапия относительно непродолжительное время, от нескольких месяцев до, может быть, нескольких лет, там, год-два. Далее, если есть гипертиреоз, то есть тиреотоксикоз, избыток гормонов щитовидной железы, здесь у нас есть 2 варианта лечения. Это консервативный, то есть это лечение чисто таблетками, но лечение достаточно длительное, хочу подчеркнуть, да, это в среднем занимает 1,5–2 года. И радикальный метод лечения – это проведение либо оперативного удаления щитовидной железы или части ее, и проведение радиойодтерапии, то есть когда мы посредством введения радиоактивного йода, она, скажем так, сжигается, щитовидная железа, и постепенно начинается гипотиреоз. То есть угасает функция щитовидной железы. А можно ли полностью излечить заболевание? Да. Какие? Ну, начнем с того, что если это эндемический зоб, мы назначаем лечебную дозу эдида калия. В течение длительного времени, год-два обычно это назначается, от 6 до 24 месяцев в среднем, да? Ну, это все индивидуально, опять же, да? Тогда мы при восполнении дефицита йода, хорошей лечебной дозы, мы можем полностью излечить человека. То есть у него объем щитовидной железы приходит в норму, и человек избавляется от такого заболевания, как эндемический зоб, или диффузный нетоксический зоб. То же самое касается и заболевания, которые протекают с гипертиреозом, то есть с тиреотоксикозом, можно полностью излечить при соблюдении определенных рекомендаций врача. Если пациент все придерживается, не пропускает прием таблеток, в течение 1,5–2 лет человек может полностью излечиться от этого заболевания. А какие меры профилактики помогают сохранить здоровье щитовидной железы? Питание, возможно? Да, конечно. Мера профилактики в первую очередь это все-таки, я уже говорила, что это профилактика йодидом калия, да? То есть это нужно начинать и в семье,
и в школе, и в детских коллективах, и у молодых людей во время студенчества, у женщин во время период беременности, это обязательно, да. Суточные дозы потребления йода до 6 лет – это 90 микрограмм, с 6 до 12 – это 120 микрограмм, и старше 12 – это в среднем 150 микрограмм. Доза йодида калия для беременных женщин, и которые кормят грудью, это 250 микрограмм ежедневно в течение всей беременности, периода кормления грудью. Это обязательно. Далее полноценное питание, обогащенное витаминами, естественно, микроэлементами. Да. Для хорошего усвоения йода необходимы такие микроэлементы, как селен, цинк, магний, витамин D обязательно. Да? То есть дефицит железа нужно восполнить, чтобы йод тоже хорошо усваивался, чтобы гормоны щитовидной железы тоже вырабатывались хорошо. То есть именно коррекции только йодного дефицита не надо ограничиваться. Если есть какие-то другие дефициты, макронутриентные, да, каких-то других элементов, это нужно все обязательно восполнять. А насколько проблемы с щитовидной железой характерны для Республики Саха-Якутия? Да, я уже говорила, что наш регион относится к эндемичным в средней и такой умеренной степени выраженности, да, поэтому у нас практически в течение последних лет держится достаточно такая стойкий уровень заболеваемости и болезненности. На сегодняшний день, на конец 2024 года, у нас только тех пациентов, которые состоят на учете, это более 12 тысяч на наш миллион населения, да? И с каждым годом это количество прибавляется. И по распространенности среди эндокринных заболеваний щитовидной железы занимает второе место у нас в республике. А вы сказали цифру 12 тысяч, это в целом и детей, и взрослых? Или Нет, это только взрослые. То есть среди детей еще тоже есть? Скорее всего, да. Да, и количество их тоже достаточно высокое. Но если, допустим, у меня возникла проблема, да, и терапевт по месту жительства ставит диагноз, связанный с заболеванием щитовидной железы, мои дальнейшие действия какие? Конечно же, обратиться к эндокринологу. Можно обратиться к нам в региональный эндокринологический центр. Можно обратиться к эндокринологу по месту жительства в поликлинике, да, но в любом случае консультация эндокринолога необходима. А дальнейшее, чтобы попасть к вам, что нужно? Чтобы попасть к нам, мы в принципе, как у нас запись осуществляется через единый колл-центр Министерства здравоохранения, это телефон 122, там нужно набрать добавочный 1 и еще раз 1. Далее можно записаться через нашу регистратуру. Мы находимся сейчас по улице Стадухина, 81, корпус 2. Это большое здание над озером. Сейчас находимся там. Можно подойти в регистратуру с 8 до 2, она работает у нас. Можно записаться так. Либо можно через своего терапевта, они в РТМИСе записывают уже по направлению. Угу. То есть можно к вам и без направления обратиться? Можно без направления, конечно. А есть какие-то десанты, возможно, выезды в другие районы республики? У нас уже практически 3-й год работает в республике, да, республиканский центр мобильных бригад. И у нас там работает 6 врачей-эндокринологов. Они выезжают сейчас уже не только в арктические районы, в труднодоступные другие районы они также выезжают. И поэтому сейчас, в принципе, доступность именно осмотра эндокринолога, она выросла в разы. Это очень радует. И, скажем так, этот проект, он показал очень хорошее свое действие. Да? Мы, именно региональный эндокринологический центр, мы выезжаем достаточно, в основном по сахарному диабету. И по заболеваниям щитовидной железы сейчас мы будем организовывать различные акции. По субботам, возможно, будем работать, да, где-то, может быть, в каких-то выездных, типа ярмарки здоровья, для того, чтобы охватить большее количество людей. А если взять вашу практику, может быть, был какой-то интересный случай, связанный с заболеванием щитовидной железы? Пациент, которого вы прям так ярко запомнили? Да. На заре моей карьеры, скажем так, тогда еще ездили эти автобусы «Сарай», помните? Угу. Там была кондуктор в каком-то автобусе, я не помню номер,
Я очень хорошо ее запомнила, я прям подошла к ней. У нее была огромная щитовидная железа, вот как размером, наверное, с голову ребенка новорожденного. Она вот так вот у нее свисала. И я к ней подошла. Я тогда работала, наверное, где-то 2-й или 3-й год только. И я очень, скажем так, нагло, наверное, к ней подошла и сказала: у вас проблемы с щитовидной железой? Она сказала, она засмеялась, сказала: да, у меня эта проблема уже давно. Я говорю: почему же вы не оперируетесь, почему вы не обращаетесь к эндокринологу? И по ее виду было видно, что у нее гипотиреоз есть. И она сказала: моя хорошая, я уже устала ходить к эндокринологу, никто меня на операцию не берет. И вот тогда я ее попросила подойти к нам. Я тогда работала в стационаре, в эндокринологическом отделении, в республиканской больнице номер 2. И она потом подошла к нам, и мы ей дали направление на операцию. Благополучно вроде бы ее оперировали. Потом связь я, к сожалению, с ней не поддерживала. В этом автобусе вы не ездили больше? Видимо, нет. А вот если взять не только вот интересные случаи, да, а в целом вот состояние пациента, его внешний вид, вот как понять, что у него есть заболевание щитовидной, кроме ярко выраженного, как вы увидели, увеличения щитовидной железы, например, базедовая болезнь? Про базедовую болезнь и про гипотиреоз такой вот выраженный, в принципе, можно сказать, вот как вот врачи говорят, диагноз зашел в дверь. Допустим, базедовая болезнь, почему она так называется? Потому что, первым описал ее врач Базедов, да? Это такой вот гневливый взгляд, это вот офтальмопатия, выпученные глаза на выкате, да? Вот описывают пациентов с офтальмопатией как гневный взгляд, да? И такое вот широко раскрытые глаза. И характерно очень редкое мигание для них. И пациенты такие обычно очень скандальные. Они могут, как вот спичка, зажечь буквально с полоборота, да? Часто вот в коридоре, в поликлиниках они являются виновниками, зачинщиками всяких вот этих вот перебитий, конфликтов между пациентами. Да? И характерные жалобы у пациента с базедовой болезнью — это то, что он похудел, это то, что у него все трясется, чувство жара, потливость, в любом помещении им жарко. Зимой они ходят в расстегнутых куртках, без шарфа, без ничего. Они худеют, я уже сказала, да, вот это вот раздражительность, нервозность. Вот такие вот очень характерные симптомы. Нарушение ритма сердца и тахикардия, то есть пульс очень высокий. Если же коснуться гипотиреоза, то человек, у которого раньше в старину это заболевание называлось микседема, то есть отек по-латински, да? И человек, у которого есть гипотиреоз, как правило, у него очень выраженные отеки. Если гипотиреоз тяжелой степени, то сразу видно, что это бледная желтушная кожа, отечная. Голос. Вот особенно женщины жалуются с гипотиреозом, которые говорят, что раньше был в молодости очень звонкий голос, а сейчас у меня вот прям грубый, сиплый стал голос, как мужик, они говорят, я говорю. Вот характерно снижение тембра голоса. Запор очень характерный. У молодых людей желчекаменная болезнь, как ни странно. То есть образование камней в желчном пузыре — это тоже симптом. Анемия, выраженная анемия при гипотиреозе. Как я уже говорила, дефицит железа, он провоцирует, скажем так, снижение выработки гормонов щитовидной железы. То есть если у человека есть анемия, то надо искать гипотиреоз. Если есть гипотиреоз, надо искать анемию обязательно. Вот такие характерные симптомы. Спасибо большое, Софья Иннокентьевна, что вы сегодня к нам подошли, рассказали о такой важной проблеме, как заболевание щитовидной железы. Мы понимаем, что в эндокринологической практике не все измеряется только сахарным диабетом, а количество заболеваний оно гораздо больше. И вот одну из тех проблем, которые мы сказали, сегодня постарались осветить достаточно подробно для того, чтобы было у телезрителей понимание, что же такое заболевание щитовидной железы, как говорится, с чем это едят, какие основные симптомы, так, чтобы себя обезопасить в случае возникновения этих заболеваний и первоочередному обращению к врачу-эндокринологу.
Напомню, что вы сегодня смотрели программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Еще раз благодарю за интересную беседу нашу гостью. Меня зовут Иван Луцкан, я с вами прощаюсь. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях, все подробно. Смотрите нас как на канале «Якутия-24», так и в социальных сетях нашего канала. Всего доброго, не болейте, до свидания.